Лично для меня СВО сейчас это моя жизнь. Это мой вчерашний день, это мой сегодняшний день, это все мои мысли. Сегодня в 60 лет я узнал другую землю, познакомился с ее народом. И я сегодня иногда говорю, что я знаю Абхазию, где я родился и вырос, так же, как и Донбасс. Знаю город Сухум, как Донецк, потому что все пережитое и переживаемое сейчас, оно сблизило меня, нас, тех, кто поехал на Донбасс, стал рядом с его народом, сблизило с этой землей. Мы туда поехали помочь стать рядом с замученным народом Донбасса. Я просто прочувствовал и знаю боль Донбасса. Вот как когда была война в Абхазии, и в движении, так скажем, сопротивления участвовал народ Абхазии, сегодня я это прочувствовал на себя, через себя пропустил. Сегодня на Донбассе воюет народ Донбасса. Это те люди, которые сегодня находятся в окопах, идейно защищают свой дом. И так оно сложилось в жизни, что мой сын, он 83-го года рождения, то есть так уже оно получилось, что вот это поколение детей, участников войны, оно выросло на войне, на воспоминаниях, на послевоенных событиях, и он у меня воспитан вот в таком боевом духе. И когда он знал, что там находятся наши ребята из Абхазии, он просто, не сказав нам, взяв в руки рюкзак, и у меня были разные там военные амуниции, взял их и уехал. Абхазия на связи, бойцы с Абхазии, добровольцы. Не наемники, как некоторые нас путают, не наемники. Наемники, да. Мы рядом со своим командиром вперед пойдем, даст Бог, до конца. Мы были в одном подразделении, в 22 году это была интернациональная бригада «Пятнашка». Но так уже оно повелось, это, я думаю, во всех подразделениях делают, когда твоих братьев вместе не пускают, отца и сына вместе не пускают. И поэтому мы пару раз только были вместе на позициях, а в остальное все время мы были в одном подразделении, на одном направлении Авдеевском, но мы были в разных местах. Там, расстояние между нами было там километр и так далее, но мы были не вместе. У сына был позывной «Ислам». Знаете, он здесь был неплохим водителем, но там, когда я увидел, когда он БМП перегоняет, заводит его, когда некому завести, он везет и там где-то ставит, когда он меня, участника Абхазской войны, он меня научил и показал, что такое ПКМ по-настоящему. ПКМ, вы знаете, пулемет Калашникова. Так, что я могу в ночи его разобрать. В свои 60 лет я в ночи, если он там иногда заклинит, я могу его разобрать и все это сделать. Это он меня научил. И я иногда удивлялся, когда вот я видел, как он относится к оружию, к военному делу. Я для себя говорил, он что, военное училище не закончил. Откуда это у него? Я удивлялся. И он это как губка в себя впитал, ему это все нравилось. Не убийство людей. Он рассказывал такие вещи, когда он был в шоке, когда он видел, что происходит. Он эмоционально тоже переживал. И гибель наших, и гибель тех же украинцев. Оставаясь человеком, человеколюбом, и быть воином вроде бы несовместимо, но оно так есть. Воин это не убийца. Воин это не кровожадный человек. У меня был позывной «Батя». Батя, потому что русские ребята, младший возрастом, ну как они сейчас ко мне по имени, а тем более сейчас на войне у всех позывные. И вот пошло, и когда они начали мне говорить «Батя», так и пошел позывной. У меня были ситуации, вы знаете, когда я давал последний глоток парню, который был прижат бетонной плитой, а потом мы выяснили, что у него не было двух ног. Но тогда эмоций не было. Сейчас они потом появляются. Через некоторое время, когда ты это вспоминаешь, но когда у тебя на руках умирает парень совсем молодой и просит воды, и ты ему говоришь: сынок, потерпи, все будет нормально, и ты понимаешь, что он не выживет, когда ты еще и смотришь, что у него просто нету ног. Их мы не нашли, его ноги. Это эмоции сейчас много говорят. Но опять же, все, что я говорю, это может публика скажет: да ну ее в войну, не пойду на войну. На войну идут настоящие мужчины. Правильно поймите меня. Вы знаете, в чем шок? У меня было еще там далеко отсюда, это Олежки, это Антоновский мост, когда я говорил там с одним местным человеком, и он меня уверял, что украинцы не славяне. Я пытался сказать, что вы же братья. У меня-то нет славянской крови.
Вы же братья. Нет, мы не славяне. Мы западники какие-то с запада. Что они говорят? Бред. Но это бывает в каждом народе, когда нация больная. То же самое, что пережила Германия с фашизмом. Кто проголосовал за Гитлера? Немцы же проголосовали. Болезнь была народа. Потом поняли, попозже. Я думаю, что это все придет и к украинскому народу, и на Украину. Да, кровь, да, тяжело заживающие раны, но в конечном итоге мы в любом случае победим. Не украинский народ, но современную Украину, заблудшую, мы победим. Другого не дано просто.